В Москве на Красной площади прошел военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчетов, более 11,5 тысяч военнослужащих, более 1500 из которых участники специальной военной операции. В числе парадных расчетов по Красной площади прошли подразделения армии дружественных государств. Также в военном параде приняла участие механизированная колонна, 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. Парадом командовал главком сухопутных войск генерал Олег Салюков. Принял парад Победы на Красной площади министр обороны России Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин поздравил участников парада с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонения перед поколением, которая сокрушила нацизм, ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас. Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами. В огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80% населения планеты. Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран Объединенных Наций. Мы всегда будем помнить, что открытие Второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего. Дорогие друзья, мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям. Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, ее величия и процветания. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Великой Победы!
Ура! Пролетом авиации, оставивших за собой шлейф в цветах российского флага, завершился военный парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Над столицей пролетела группа высшего пилотажа, стрижи на истребителях МиГ-29, русские «Витязи» на Су-30СМ и 6 штурмовиков Су-25. Военные летчики раскрасили небо над столицей в цвета российского триколора.